Народная татарская сказка «Крепостной и помещик». Сказывают, будто в старые времена людей судили не как теперь. Стоило человеку чуть ошибиться, как его тут же хватали и в суд тащили. Велика ли, мала ли его вина, никого не интересовало. В любом случае бросали в шапку две бумажки. На одной значилось «казнить», на другой «помиловать». Какую человек вытянет, так тому и быть. Вот один помещик доставил в суд своего крепостного. «Этот человек, — говорит он, — мужиков моих мутит, против меня подбивает». Подговорил он судей, и те в шапку обе бумажки со словом «казнить» положили. Друзья, узнав об этом, шепнули крестьянину: «На обеих бумажках казнить написано». Выслушал их мужичок, будто, между прочим, вида не подает. «Почтенные, — говорит он судьям, — пусть помещик выполнит мою последнюю волю, возьмет у вас грамоту, чтобы в ней все по закону было, отпустит крепостных на волю, а мне велит раздать им свои земли. С такой грамотой в кармане спокойнее будет умереть». Все равно не жилец, решили судьи, пусть себе потешится. И дали ему грамоту. Положил тот крестьянин грамоту в карман, достал из шапки бумажку и проглотил ее. Помещик и судья оторопели, увидав такое. Пришлось им развернуть вторую бумажку, а на ней, известное дело, «казнить» написано. Совсем растерялись судьи, не знают, что делать, как быть. Говорят мужику: «Ты вынул бумагу со словом «помиловать», и освободили его. Так мужичок и сам жив остался, и крестьян землей наградил.